Сразу после заседания глава республики Егор Борисов встретился с жителями столичного дома, который находится под угрозой обрушения. Встреча прошла во дворе этого здания. Подробности беседы главы с горожанами и хронология событий по аварийному дому в материале Саргаланы Захаровой. 24 июля в самом центре Якутска произошло чрезвычайное происшествие. В доме по адресу проспект Ленина, 27 объявили об угрозе обрушения. Жильцам в считанные минуты пришлось покинуть свои квартиры. В течение нескольких дней они вывозили имущество под наблюдением сотрудников МЧС и спасателей. Люди переехали по родственникам и на даче. Однако сегодня, спустя 2 недели после происшествия, во дворе дома появился небольшой палаточный лагерь. Жильцы говорят, что с понедельника за домом ни полиция, ни МЧС не присматривают. В квартирах и в подъезде не раз уже замечали мародеров и хулиганов. Есть квартиры, у которых хозяева сейчас их нету, видать, в городе Якутске. Они вообще не появились еще. И у них все стоит, как стояло. Тут мародеры ходят, уже замки срывают. Сегодня средь бела дня пришли вообще провода срезать. Что-то вот все пытается, все что-то это, да. В подъезд заходили, начали ходить, гадить, да. И мы решили, что будем сами охранять, потому что милиция не охраняет, МЧС пост сняли, МЧС сказали, мы следим только за обрушением дома, а охранять чье-то имущество в их обязанности не входит. В связи с накалившейся ситуацией вокруг этой проблемы в администрации города заместитель мэра Сергей Игнатенко провел встречу с жильцами дома. На ней речь шла о возможных путях решения этого вопроса. Однако не раз было упомянуто, что закон для собственников квартир не предусматривает возмещение жилья. Собственник, в частности жилья, несет полное время содержания принадлежащего ему жилых помещений. Отметим, что из 32 квартир жилые только 10, и все они приватизированы, что, согласно нынешнему жилищному кодексу, не играет в пользу жильцов. Но проблема существует, и жителям некуда идти. Такая ситуация вызвала много вопросов к муниципалам у главы республики. Он лично побывал у злополучного дома и пообщался с жителями. Я возьму это под личный контроль, с учетом вашей просьбы. Это первое. Второе, МВД передать начальнику МВД и министру, чтобы организовали дежурство постоянно, пока дом не снесет. Правильно. Пока дом отсюда люди не уйдут, вещи не везут, караулки, под особый контроль. Он дал поручение в адрес Министерства архитектуры и строительного комплекса вместе с управлением архитектурного, строительного и жилищного надзора произвести проверку здесь на предмет возможно произведенного изменения конструктивов этого здания с тем, чтобы у людей появилась определенная легитимная возможность претендовать на возмещение своих, по сути, своей утраты, потому что этот дом, он не будет пригоден для проживания. Также Егор Борисов поручил администрации города в кратчайшие сроки решить вопрос по расселению жильцов во временное жилье и рассмотреть различные варианты оказания им поддержки. Егор Афанасьевич, а можно все же рассмотреть вопрос строительства здесь? Вот это я возьму на себя, будем обговаривать. Решение дальнейшей судьбы жильцов этого дома будет находиться под личным контролем главы республики Егора Борисова. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.